Неделю назад я встречался с министром связи и массовых коммуникаций Никифоровым. Этот вопрос я там поднимал. Поскольку я много лет работал руководителем предприятия, который как раз таки занимался трансляцией, вот этот опыт работы, приемы работы Всероссийской телерадиокомпании мне хорошо известны. Это было тогда, когда они закрывали радиостанцию номер 1, это мощное радиовещание, то есть на первых порах они половинили мощности, оплачивали половину тарифа и так далее, уменьшали время. Вот. Сегодня я сказал министру, что мы категорически не согласны, что мы будем оспаривать. Я дал уже поручение оператору связи по распространению телерадиовещания направить категорический отказ по части уменьшения мощности. Но представьте себе Якутск, да? Цифрового мультиплекса эфирного у нас нету. У нас есть там порядка 13-14 эфирных каналов, которые передаются в аналоговом режиме. И вдруг канал «Россия-1», «Россия. Культура» уменьшает мощности напополам. Вот. Раньше мы вещали до 90-х годов, и во время 90-х годов 5 киловаттами. Сегодня вещаем 2 киловаттами. Будем еще половинить, еще 1 киловаттом будем вещать. А в зоне приема якутской станции находится там Мегино-Кангаласский район, там Рассолода, Павловск, там Нижний Бестях, Актемцы, Тихтюр, вот, дачи Вилюйские, здесь там Тулагина, Кильдямцы, там, да, Жата и так далее. Вот все эти населенные пункты останутся в зоне неуверенного приема государственного канала, который вещает вообще государственную политику, да? Поэтому при этом вот такие вот изменения мощности нужно делать согласованно как компания, так и оператор связи. Сегодня это связано с лицензиями, да? То есть у вещателя есть лицензия на вещание в этом населенном пункте, в какой частоте и с какой мощностью. У оператора связи это тоже прописано, и он не имеет права. Роскомнадзор сразу может его штрафовать за нарушение лицензионных обязательств.